إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Начинают вечер юные хафизы прекрасным и проникновенным чтением Корана. Один из выступающих — Абдул Насыр. В 12-летнем возрасте он уже знает наизусть священную книгу мусульман. Вечер дружбы не может пройти без чтения нашидов. Юсуф Асхабалиев приехал из Дагестана. С 2011 года он выступает на подобных мероприятиях и каждый раз радует слушателей своим голосом. Не впервые, кстати, выступаю здесь, в Ингушетии. Это уже у меня второй визит. Как говорится, приехал сюда разделить свою радость. В первую очередь радость к тому, что это месяц, мы знаем, это месяц, родился наш любимец Всевышнего Аллаха Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Хочу выразить организаторам всем благодарность. Дай Аллах всем крепкого здоровья, долгих лет жизни и братскому народу Ингушетии процветания. Изюминка вечера стала встреча с легендарным силачом из Дагестана. Он обладатель более 50 мировых рекордов и известен своими невероятными трюками, где тянет зубами многотонные объекты и поднимает огромные веса. Своим выступлением Омар не только удивляет зрителей, но и показывает пример силы духа. Если хотим дружба народов, да, как чтобы общались, встречались, помолились. Это главное же это. А так в Ингушетии очень хорошо встречаются, очень хорошие друзья у меня, олимпийский чемпион, я их имена сейчас Назир, они все эти мои друзья. Очень мне как у себя дома бывает, шикарно. Для гостей также организовали викторину, посвященную истории жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Участники смогли проверить свои знания и получить памятные подарки. У нас сказали тмин и мед, еще 2 осталось у нас. Хиджама, машаллах, пока подарок ему достался. Организаторы подготовили для зрителей видеопоказ о жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословения, что сделало мероприятие более информативным и эмоциональным. Он сказал: если вы любите Аллаха, следуйте за мной, а результат вы получите любовь Аллаха. На мероприятии религиозные деятели нашей республики. Они подчеркивают важность таких встреч для укрепления духовных и культурных связей между людьми. Важность таких мероприятий невозможно передать словами. В первую очередь это любовь к посланнику Всевышнего, алейхиссалату вассалям. Также братское отношение между двумя народами, дагестанцами и ингушами. Мы рады, что наши братья, дагестанцы, находятся среди нас. Они живут с нами, работают. И мы рады, что они чувствуют себя как дома. Вечер дружбы получился по-настоящему насыщенным и познавательным. Любой желающий мог присоединиться к этому мероприятию. Мария Амбата, Хасан Евлоев, Магаз 24.